Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы вновь находимся в гостях у Снежаны Краузе. Снежана является основателем Дома творчества Арт Краузе. То есть это очень талантливый человек, который владеет различными техниками. Да? У нее просто это генератор идей. И сегодня мы вместе со Снежаной окунемся в мир скраббукинга. Да, я хочу предложить вам... Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Хочу предложить вам сегодня сделать со мной открытку, которая будет выполняться в технике скраббукинга. У скраббукинга есть еще подтехники разные. Сегодня мы попробуем с вами микс-медиа. Будем работать с красками, с пастами и с различными материалами, которые я вам в процессе буду показывать. Ну, для начала, возможно, кто-то из нас вообще не знает, что такое скраббукинг. Да? Наглядно покажем вариант, да, того, что же такое скраббукинг. Да. Я бы сказала, что это такая шкатулка. А там может быть... Все много что чего угодно, да. Это действительно может быть и шкатулка, это может быть фотоальбом. Как сегодня мы будем делать открытки пригласительные, может быть конверты с деньгами. Можете, да, немножко раскрыть, да, посмотреть. Вот так. О, какая красота! Здесь простая техника на самом деле. Может показаться, что очень много всего, но считается, что это несложный вариант работы. Всякие такие закладочки, мы тут можем приклеить свои фотографии. Да? Также есть вот техника поп-арт, когда это делается все в движении, все открывается, крутится как-то. Вообще тут можно... Знаете, часы проводить, наверное, просто разглядывая и понимая, для чего и что сюда можно сделать. Когда ты делаешь семейные фотографии вот в это очень красиво и захватывает. То есть вот эта часть все-таки больше про фотоальбом, да? Здесь это фотоальбом, да. Просто сюда нужно добавить фото, да? Но здесь как будто папка. Да, она открывается, отсюда фотографии достаются. Да. Кармашки, все очень так скрыто, потаенно. Хоп, закрыли, открылось другое. Здесь не так много украшений. Перевернула, да. Здесь не так много украшений использовались просто в бумажной технике. Это совсем простой стиль, это выполняется очень быстро. Скорость у всех, конечно, разная, но этот альбомчик я создала за день. За день. И вот все эти фолдеры сюда складываются, да. Фотографии в пределы, и получается вот такой уникальный, эксклюзивный, самое главное, да, фотоальбом. Ну, возвращаемся к нашему мастер-классу. Если вдруг вы собираетесь в гости и вы забыли купить открытку, у вас есть краски, вы, может быть, мама, да, а может просто творческая личность, у вас есть какой-то плотный лист бумаги, может быть, для акварельной постели, красок, да, постель какую-нибудь пишите, может быть, загибаем ее в форму. Необходимую вам у нас это вот такая стоячая будет открыточка. Для того, чтобы она усиливалась, здесь мы сзади добавим немножко такой фон. Она будет чуть больше, кантик выделяться, а здесь мы сейчас сделаем с тобой красоту. Хорошо. Так, если хотите, можете работать в перчатках, можете работать без них. Акриловая краска легко смывается. И сегодня я предлагаю использовать с вами не кисточки, а такие обрезки губки. Так, и можно даже ее уменьшить, наверное. Так, сделать по маленькому фрагменту. Для начала мы возьмем черный цвет. Мне нравятся контрасты, да? Будем использовать его в тех промакивающей технике, именно губкой. Несколько ударов, да? Мы на мастер-классах говорим почпукаем. Так, это может быть тарелочки, может быть какие-то листики, да. И я предлагаю делать вам диагональные какие-то такие движения хаотичные, но получается где-то вот в середине это должно быть густо набита краска, да, и как будто распыление такое идет. Мы делаем такой космический эффект. То есть посередине густо, по краям? По краям она рассыпаться должна вот совсем как будто бы слегка касаетесь. И смотрите, не пропечатывайте губку в ее ровной форме. Да? То есть вот вы бьете, отбиваете ее так слегка, касаясь и распыляя, получается, вот по краям, чтобы не рисовался сюжет там квадратика, кругляшочка от губки, да? Чтобы это не просматривалось. Да.
Здесь может играть тоже ваша фантазия, как вам хочется сделать. Может быть, это горизонталь, вертикаль с одной стороны, или 2 уголка, может 3-4 уголка, как вы хотите, да. И постепенно добавляем краску. Так как акрил сохнет быстро, мы можем добавлять краску в пропорциях. Вот здесь черный у нас с вами... Основной цвет белый, да, у открытки. Черный мы добавили уже, ну, примерно где-то 60% можем добавить, да. Добавляем, ну, желательно 3 цвета, 2-3 цвета в пропорциях там. Губочку не меняем? Губку можно не менять, а можно ее разворачивать, можно дождаться, когда она немножко подсохнет, да, для того, чтобы краска не перемешивалась. Промакиваем другой цвет. Видите, тут она еще сырая, и поэтому будет смешиваться. И также проходим в местах, где хотим добавить немножко яркости, выделить эти моменты. Представляете, в космосе есть же вот эти Млечный Путь, да, он же там такой цветной, и с россыпью звезд получается, как будто мы будем создавать этот эффект. Такая космическая будет подозрительная открытка. Но здесь, опять же, не надо быть художником, да. Не надо быть человеком с каким-то образованием, да? Нет. Но тут можно сделать так, как вы чувствуете, да. Интуитивное рисование. И тут нету каких-то четких линий, какого-то конкретного плана, да. Есть только, да, вот, верно. Есть только какое-то конечное представление, да, о том, как это будет выглядеть. Вот. Сделали, допустим, розовый, и, наверное, мы можем добавить синий или желтый, какой хочется. Желтый, может быть, чтобы ярче было что-то. У меня все затемнилось пока. Мне нравится, как вот этот переход идет. Это очень классно выглядит, да. У нас будет вот этот цветок как основа лежать. Так. То есть выделяться все равно что-то будет. Как еще раз называется эта техника, вы сказали? Микс-медиа. Микс-медиа. Термины тоже надо запоминать. Да. Здесь вот, когда мы переходим в более светлый цвет, нам лучше с вами сменить губку, чтобы... Вот сейчас, вот видите, у нас тут перемешалось черное и розовое. Это ничего страшного, это красиво выглядит. А если хотим добавить акценты, то лучше на сухую губку поменять. И эти акценты добавляем уже в пропорции там 10% где-то, да. Смотрим на свою открыточку. Не увлечься, да? Да, сильно много не добавляем. Где-то вот чуточку. И мы сейчас использовали другую губку, у нее немножко другие поры, да, и это очень тоже видно, заметно на нашей работе становится, что переход появился. Вот такую дорожку. Так. Мне еще очень нравится, когда я прорабатываю вот этим темным цветом с края открытки. Она становится такой сразу объемной. По краю тоже вот так слегка нанесем контур. Кто бы мог подумать, что вот такие ляпы, Да, могут быть так художественно да, выглядеть. могут красиво выглядеть. Просто сидишь и, казалось бы, как будто портишь. На самом деле не портишь, а придаешь какой-то интересный магия дизайн. идет, Да? Так, смотри, у меня здесь есть как вариант белый, если тебе, может, приглянулся беленький цветочек, да, можно сделать зелененький такой. Цветочек надо будет вот так расправить. Проволоку мы не обрезаем, давай мы ее накрутим, например, на какую-нибудь кисточку, чтобы у него ножка была красивенькая. Снежана, ну вот мы знаем, что ты человек вообще изначально далекий от творчества, да? Работала очень долгое время в правоохранительных органах, да? С чего вдруг человек с такой серьезной работой вдруг стал заниматься вот даже тем же скраббукингом? Вот именно потому, что работа очень серьезная, хотелось как-то психологически разгружаться, и вот творчество помогло, ну, создание руками, да, помогло немножко разгрузить вот психику.
работа в полиции непростая, поэтому спасались творчеством, да? Вот, цветочек у нас может смотреть как вверх, так и вниз. Но мы все выкладываем по диагонали. Сейчас мы ничего не клеим, просто прикладываем и смотрим, как это будет выглядеть. Да, визуально. А эти цветочки откуда? Они вообще с Америки. Да что? Я их заказывала еще там в 2014-2016 году. Распутываем, снимаем. Их, да. Да, снимаем их отсюда. И вот они у меня до сих пор еще в работе. То есть ты так давно уже занялась, да, таким делом? Да, скраббукинг мне нравится уже давно, и я очень люблю это дело, потому что я делала для своей семьи фотографии, картины с фотографиями, дарила очень много и часто своим подружкам. Проводила мастер-классы даже тем, кто хотел научиться. Смотри, подобрали мы цветочек, примерно его приложили. Мне хочется, чтобы он все-таки смотрел у меня вверх. И я буду выстраивать по его линии, вот здесь, из текстурной пасты буду использовать шпатель. Сколько новых терминов сегодня? Текстурная паста. Да. Текстурная паста, она у нас еще должна будет немножко подсохнуть. Это можно сделать даже феном. Так, шпателем наносим в места, тоже не все. Вот, например, у меня цветочек лежит, смотрит вверх, у тебя тоже, да? Вытяни немножко так ножку, чтобы он как будто бы шел по всей длине открытки. Вот эту часть, да? Вот так. Да, вот. Так, лепесточек этот сюда приклеим. Его можно не сюда даже приклеить, отвалился, и хорошо, можно будет где-то здесь его сделать, да. Да, как будто бы он осыпался, да, пока летел. Вот. И приблизительно шпателем наношу в том же направлении, да, по диагонали какие-то места, где хочу сделать немножко объема. То есть надо толстым слоем накладывать, да? Чем толще слой, тем дольше сохнет, да? Тем тоньше слой, тем быстрее сохнет. Мазки должны быть максимально красивыми или наоборот? Они должны быть небрежными. Такими, знаешь, рваными, возможно. Если ты любишь порядок, да, как говорят, педантичный человек, да, то ты можешь прям художественно наносить эти мазки. Но смотри, чтобы они у тебя... Хорошо, пусть будет так. Это ты по своему характеру делаешь. Так, я вот вытяну. И смотри, можно пасту добавить в места, где у нас белая открытка. Мы сейчас на эту пасту будем приклеивать еще камни. Эти камни тоже приехали ко мне из Америки. Это популярная там фирма была, модная. Скраперы очень любят ее. Да? Еще один термин — скраперы. Так, смотри, они у нас разного размера. Есть большие, есть маленькие. И мы начнем с больших. В эти места, где у нас есть текстурная паста, нам нужно сделать камушки. Чтобы они за них приклеились, немножко так вот придавим. То есть скраббукинг, он такой вот очень, так как сказать, очень интересен тем, что в нем чего только нет, да? Да, там очень много техник. Например, есть техника шеби-шик. Это кружева, цветочки, какая-то старая бумага, книги там, да, постоянно. Вот, например, если бы мы тут подорвали немножко вот бумажку, у нас бы уже была немножко шеби история под старье. Можно делать в стиле каз. Это чистый, из бумаги чисто делают, да, без всяких вот блестяшек, цветочков и так далее. Вырезают там очень много. Так, смотри. И для того, чтобы у нас был контраст, ой, как красиво получается. Очень красиво. Самое главное, все в хаотичном каком-то состоянии, все без какой-то логики.
Просто вот так. И сразу красиво. Да, и сразу красиво. Интуитивное творчество. Так, какая-то манка пошла. Так, это да, очень мелкий камушек. Смотри, он сразу создает фактуру, да, нашим большим камушкам. Выталкивает их как будто вверх, как будто у нас такая многослойность появляется в этой истории. Какой цветочек можно собрать. И то есть открытку можно приготовить вот в течение 10 минут своими руками. Да. Были бы материалы и фантазия. Да. Вообще можно ее и нарисовать просто маркером, черной ручкой. Тоже есть техника специальная. Или штампами можно напечатать, да, и сделать какой-нибудь комикс. Все зависит от того, что вы придумаете сами. Угу. Так, Замечательно. Теперь можно уже приклеивать наш красивый цветочек и подбирать для него какие-то вот блестящие сюжеты. У нас тут есть камушки, тоже такие цветные, мелкие, да, можно добавить. В общем, у Снежаны в творческой студии чего только нет. А порой, наверное, бывают такие случаи, что хочется найти вот именно тот камушек, а найти невозможно, потому что слишком много всего, да? Нет, ты скорее всего, знаешь, где у тебя, что у тебя и сколько у тебя лежит в запасах. Камушки есть, розовенькие есть. Смотри, если паста немножко подсохла, можно ее еще добавить в места, куда ты хочешь досыпать камней. И тут опять же что-то же приклеится, что-то отклеится. Что-то отклеится, да. Ну, и это вся прелесть. Это не страшно, да. Очень интересно. А сейчас в Якутске сложно, да, вот с материалами? Да, с материалами. Или наоборот, стало все намного проще. Магазины сейчас редко привозят какие-то иностранные материалы. Ну да, санкции, все понятно. Но наши производители тоже молодцы, стараются радовать тех, кто увлекается. Проводятся по скраббукингу различные фестивали, ездят по разным городам. Это как продвижение, как повышение квалификации получается. Я представляю, если, допустим, соберутся 100 скрабистов, правильно? Скраббукеров. Ага. И скраперов можно. Скраперов, да? И вот как определить лучшего? Сложно же? Ну да, конкурсы проводятся. Большие, масштабные. И в интернете это можно сделать. Выбирать иногда порой бывает сложно очень. Ну как тебе? Без цветочка грустно, да? Все будет. Все будет. Сейчас будет праздник. Отсюда мы можем тоже цветочки нарезать мелкие и добавить их в нашу открыточку. То есть главная идея — это сделать максимально красиво, максимально объемно, креативно и уникально, да? Вот в этом и есть вся прелесть скраббукинга, да? Но Да. каких-то канонов нет, да, законов? Или все-таки бывает? Нет, есть. Это все обучаемо. Мы вот сейчас, когда создаем в технике микс-медиа, мы особо ни на что не ориентируемся. Единственное, вот я сказала, пожалуйста, наноси, распыляя там краску, там где-то точечно делай, где-то погуще, где-то поменьше. Вот. Это мы сделали концентрацию ее, да? Такая молодчинка. Хорошо получается. Ой, спасибо, ой, спасибо. Вот, у нас клей уже подогрелся. Можем наклеить у нас сюда. Смотри, у нас еще есть в задумке проволока. Да? Можно оторвать ее или отрезать ножницами. И ее также придаем ей какую-то форму. Спиральку, может, закручиваем, да, тоже хаотично. Если проволоки нет, это могут быть какие-то нитки швейные, да. И также вот накидываем ее. Получается какой-то космос. Да, мы создаем космическую поздравительную открытку. Так. И написать можно даже: ты просто космос. Да. Достаточно. Достаточно будет. Я эту открытку придумала, когда шла на астровечеринку с девочками. Делала такие дневнички и открыточки дарила девчонкам. Я, кажется, так часто кому-то что-то дарю. Да. Это здорово, что ты можешь вот так вот, импровизируя, быстро какую-то
с подручными средствами, да, что-то Да. красивое А я, в создать. свою очередь, подумала, как повезло близким-то вашим. То есть в любом случае с каким-нибудь простым подарком Снежана точно в гости не ходит. Что-то подарит интересное, классное, креативное. Да, такого ни у кого может и не быть даже, да? Так, мы же любим такое. Я хочу, чтобы такое у меня было. Да. Наверное, поэтому я и занялась творчеством, потому что внутри у меня всегда такое было, когда в школу ходили. Туфли только у меня такие, бантики только у меня такие. Или у меня и у моей подружки, да? Так, вот эту проволочку мы накрутили и приклеили ее на горячий клей. Ее не нужно делать плоской, да, вот мы где-то местами заклеили, и она может просто у нас вот так топорщиться даже, оставаться, да, на открытке. Все, мы уже завершаем нашу открыточку. Я так переживала, что она занимает больше времени по созданию. Чем хрон нашей программы? Да. Ой, мне кажется, я вообще супер талантливый человек. Когда вот я сейчас в процессе создаю что-то вот такое красивое, мне кажется, ну я просто талантище. Хотя я вообще далека от творчества, но глядя на свою работу, мне кажется, ну это же произведение искусства. Поэтому для даже вот поднятия самооценки и прокачки своих каких-то скиллов, это было бы очень крутым таким экспириенсом. Поэтому пробуйте, почему бы нет. Смотри, вот у тебя еще остались немножко какие-то волоски от клея, которые потянулись, паутинки, да? Это все можно феном убрать. Только сильно не нагревайте, чтобы основные детали декора у вас не отвалились, а вот эти паутинки, они растают. Лайфхак. Да. Посмотрите, какая великолепная баночка. То есть похоже на зубочистки. Здесь вот отверстие, и здесь миллионы звездочек. Просто они разных расцветок. Захотел, перекрутил и выбрал все звездочки. И посыпаешь, и твоя картинка появляется уже в другом образе. Появляются звезды. Ой, ну сказать, что это просто эффект вау, это ничего не сказать. Вот хочется еще вот это все собрать отсюда. И забрать с собой. Да. И опять заново сюда, потому что все-таки экономия должна быть экономной. Не знаю. Вау, как классно получилось. Та-дам! Вообще. Да. Так. Быстренько сделаем, забрызнем? Да, давайте. Желтый, черный, какой тебе хочется? Даже не знаю, боюсь испортить. Главное, чтобы не испортить. Давай черный тогда. Все-таки. И давай черный, чтобы не испортить. Да. Звучит как минимум странно, да? И берем какую-нибудь кисть. Ну, пусть будет пошире, да? Угу. Так. Сейчас будет что-то невероятное, да? Посмотрим. Главное не испортить же, говорим. Так. Слишком много воды добавила. Надо сделать краску такой, как как сливки, наверное. Густой. Думаю, вот так будет достаточно. Можно, конечно, отбивать вот так вот кисточку над открыткой, да, и делать такие брызги. Осторожно, одежду не запачкай, когда будешь. Можно взять зубную щетку, и если не боитесь пальчики заморать, можно щеткой вот так вот поделать. Пощекотать. Попробуем эту кисть. Что он нам даст? Замечательно. И тоже вот от центра размахиваем вот этой краской по местам. От центра? От центра, да. По местам, куда вот мы краску или блестки не наносили. Ой, много сделала. Так. От центра по краям. И где белый фон, да? Да, где белый фон. Может даже на сам цветочек немножко брызнуть. Держи. То есть такой беспорядок продолжается, да? Да. От центра. Ой, наоборот, в другую сторону так, да? Куда брызгаю так? Ой, мамочки. Можно много не делать, если не хотите или боитесь испортить работу. Замечательно. Отлично. Мне очень нравится брызгать. Я говорю, здесь есть такой момент, как разрушительный. Типа испачкать, сломать, порвать. Вот скраббукинг — это вот про такой момент, когда в жизни нет возможности что-то испортить, вот забрызгать краской. Но где бы я еще вот так
смело. Ой, оно в другую сторону улетает. Тут надо еще соображать. А, в эту сторону надо. Господи. Я все правильно делал. Да? В другую сторону, да, вот вот так? так. Ага, вот. Ну, пусть будет не сильно, да. Огонь вообще. Да. Все. Ты довольна? Очень. И вот кто подумает, что это сделал человек, который никогда в жизни не работал Художником, да? художником, да. Мне кажется, здесь, ну, художество во всей красе. Мне очень понравился твой результат. Да? Мне было очень приятно с тобой создавать Ой, эту открытку. а мне-то как? Я вообще самый довольный человек. Вот действительно, мастер-классы мастерклассами, но от некоторых мастер-классов особо удовольствия не получаешь, уходишь, ну да, молодец, ну да, сделала. А вот когда найдешь свое, тогда вот прям вау-эффект тебе обеспечен, потому что ну, в рамках нашего проекта «Что мы только не делали», да, и где-то ты можешь восхититься работой мастера, а у тебя не получается, да, где-то ты можешь просто позавидовать немножко, что вот так, да, у кого-то так, а у тебя не так. А здесь-то ты в любом случае Уходишь довольный, да, собой? уходишь с собой довольный, потому что ну, красота создается прям на глазах. Смотри, у нас еще же была здесь основа. Мы можем ее сделать, а можем не делать. Это все зависит от того, как вам хочется тоже. И я предлагаю ее наклеить. И здесь нам нужно клей момент с другой стороны. Вот смотрите, даже на руках остается поталь, жалко выбрасывать. Сейчас найду, куда ее делать. Значит, она должна была быть здесь. Всё может, верно? она должна была быть на тебе, Да, чтобы может ты быть. была озолочена. Да. Так. Приклеиваем, да? Угу. Финальная часть. А какой беспорядок у нас на столе? Творческий беспорядок на столе. Это тоже отдельная такая история. Потом убирать за собой все материалы, это тоже своего рода какая-то практика, медитация, да? Наводить порядок. Ну, не знаю. Это опять же, потому что вы очень терпеливый человек, Снежана, поэтому, наверное, у вас это медитация. В моем случае, наверное, просто пылесос и все. Ну что, Снежана, вот такие потрясающие, а самое главное, уникальные открытки у нас получились. Но я не перестаю восхищаться тому, ну, как можно вообще творить и созидать, даже не имея никаких Хаосе, навыков. Да. Вот в этом хаосе, в каком-то беспорядке в творческом, да, значит, простые мазки, броски, какие-то ляпы. В общем, а в итоге получается красивейшая, уникальная открытка. И второй такой точно нет. точно не будет. Снежана, спасибо большое за потрясающий мастер-класс. Я уверена, что мы с вами не прощаемся, потому что впереди у нас новогодние праздники, рождественские праздники. И, конечно, за классными идеями мы вновь обратимся к вам. Буду очень рада и буду ждать. До новых встреч! До свидания.